ат аратып Ысыкөл областына жөнөп жатабыз. Впервые в Рухордо. Такая атмосфера классная. Я загадала желание. А мы пришли с утра пораньше в музей. Мен негизи өзүм Ашнафтын чоң фанаты болом. Эң жакшы деп ушул жерге алып келишти, көрөлү буюрса. Обалдеть! Всем привет! Бул кайрадан эле One Travel теледолбоору жана биз Дөөлөтбаковдор үй бүлөсү. Менин атым Самат. Айлина. Чингис. Аида. И это наш ТВ-проект One Travel. На этот раз мы путешествуем по нашей любимой родине Кыргызстан. Азыр саат таңкы 9 буюрса бүгүн азыр ат аратып Ысыкөл областына жөнөп жатабыз. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Как вы заметили, мы выехали из нашей любимой столицы ранним утром. Ровная и красивая дорога длиною 250 километров далась нам очень легко, ведь на пути встречается изумительная горная природа нашего Кыргызстана. 3 часа пути, и мы уже в сердце Исыкульской области, в городе Чолпан-Ата. Время уже обеденное, и в первую очередь мы решили подкрепиться. Азыр саат 1ден ашып калды. Балдарыбыздын курсактары ачты. Ошон үчүн биз азыр Чолпан-Атанын эң популярдуу кафеси болгон Урбака деген жерге келдик. Урбаканын эң фирменный тамагы мынакей могу балыктын тамактары экен. Балыктын жарогнясы форель-сига дейт. Ошону буюрса биз дагы азыр даам татып көрөбүз. Негизи биз келген сайын бул жерге көп келебиз. Анан келгенде эле ушул тамагын ар дайым заказ беребиз. Первой культурной остановкой на Исыкуле будет Рухордо, музей и этнокомплекс, расположенный под открытым небом. Комплекс Рухордо включает в себя 10 мини-музеев, в том числе дом-музей Чингиза Айтматова, зал кыргызского искусства и культуры, картинную и фотогалереи, беседку легендарного монастыря Саякбая Каралаева, сокровищницу знаний и 5 часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий, а именно ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм, как символ того, что Бог един для всех. Я впервые в Рухордо, и мне уже нравится. То есть такая атмосфера классная. Я вообще очень рада, что у нас на озере Исыкуле есть такая замечательная историческая достопримечательность для не только нас, но и для туристов. Я загадала желание. Комплекс достаточно большой и интересный. В глаза бросается скопление иностранных туристов и, конечно же, местных граждан, что не радовать нас не может. Позади нас дом-музея Чингиза Айтматова, где собраны книги, картины. И нам бы хотелось бы обязательно показать детям и познакомить ближе с произведениями Чингиза Торекуловича Айтматова. И тут вот на стене, где музей, там написано «И дольше века длится день». Это его повторенная то есть почерк. Почерк, да? Да.
Альконе. Сделано со вкусом. Обо всем увлекательно и детально вам расскажет экскурсовод. За полуторачасовую интерактивную экскурсию вы попробуете спеть, станцевать национальный танец, поучаствовать в играх, традициях и многое другое. Также на территории комплекса расположены экспозиции десятков скульптур и сотен картин, выполненных в самых разных техниках ручных изделий, которые бережно передавались из поколения в поколение. При этом экспозиционный фонд Рухордо постоянно пополняется новыми и интересными экспонатами. Как вы заметили, комплекс Рухордо находится у побережья озера Иссык-Куль, что его делает еще более уникальным. Воспользовавшись моментом, мы решили воочию поздороваться с нашим озером. Неспешно погуляв несколько часов по Рухордо, мы поехали дальше по северной части Иссык-Кульской области в город Каракол, что находится в 140 километров от города Чолпан-Ата. Балам, тебе что? Мынакей, буйруса Караколго да жетип алдык. Азыр саат 7:30. Санрайстын отелге келдик. Азыр мынакей бизге сонун кылып биздин кечки тамакты даярдап беришиптир. Момундай сонун куурдак. Бул жердин кожоюндары аябай меймандос адамдар экен. Бизди ушундай бай өзүнүн балдарындай эле тосуп алышты. Бизди тааныйбыз, билебиз дейт. Эң жакшы номерлерин да беришти. Буйруса биз өзүңүздөр билгендей эле таңгамал Бишкектен баштап ошол келгиче Караколго келгиче мынакей бир күн өтүп кетиптир. Буйруса азыр эс алып жашынакай эртең Караколдун жана ошол жердин, ошол райондордун жакшылыктарынын баарын сиздерге көргөзөбүз, сиздер менен бөлүшөбүз. Бизге тамагыңыз таптуу болсун. Приятного всем аппетита. Кутман таң. Биз силерге чоң саламды Караколдон айтып жатабыз. Азыр саат 9. Биздин мамабыз өзүн даярдап жатат. Андыктан үчөөбүз эле мынакей таптаяр болуп, биздин Санрайз отелинин жанында турабыз. Буйруса бүгүн аябай кызыктуу сонун күн алдыда. Каракол жана Иссык-Көл областын силерге көргөзгөнгө даярбыз. Силер даярсыңарбы? Ооба. Анда эмесе кеттик. А мы пришли с утра пораньше в музей! Как вы заметили, настроение у нас просто замечательное, ведь впереди нас ожидает очень насыщенный и интересный день. И начали мы его с главной достопримечательности города Каракол – музея имени Николая Михайловича Приживальского. Недалеко от пристани в Каракольском заливе среди парка находится музей, памятник и могила Приживальского. Известный русский путешественник, географ и натуралист Николай Михайлович Приживальский умирает в 1888 году в городе Каракол и по его желанию был похоронен на берегу Иссык-Куля. Посреди парка на поляне возвышается монументальная 9-метровая скала из серого гранита, увенчанная бронзовой фигурой орла. У ног птицы свешивается карта Центральной Азии с маршрутами путешествий Приживальского, а рядом находится могила неутомимого путешественника Центральной Азии. Время пить. Ура! Что мы пьем? Что ли? Ты вчера это пил, дай мне вот это, я тебе... Поделишься?
Дальше мы направились на еще одну достопримечательность Каракола – знаменитая мечеть 19 века. О, ничего себе. Ой, классно! Дунганская мечеть, построена в стиле буддийского храма китайцев, является одним из памятников архитектуры дунганской культуры конца XIX века. Все цвета мечети также олицетворяют различные дунганские культурные концепты. Красный цвет оберегает от злых духов, желтый способствует накоплению богатства и приносит дом благополучия, а зеленый олицетворяет счастье. Самое удивительное в этой мечети то, что она построена без единого гвоздя или каких-либо металлических связок. Строители использовали лишь деревянные балки из тяньшанской ели, карагача и местного тополя. В центре города Каракол есть еще один красивейший памятник архитектуры – Свято-Троицкий православный храм. Дата создания и становления храма уходит во времена основания самого города Каракол в 1860-е годы. За неполных 2 века храм потерпел как разрушение, так и возрождение. Сегодня Свято-Троицкая православная церковь открыта для всех посетителей и входит в программу экскурсионных туров. Современный облик церкви мало изменился. Бревенчатые стены церкви и, главное, гранитное крыльцо придают величественный и исконно православный вид. Служба ведется постоянно, и снова, как 100 лет назад, мелодичный звон собирает множество людей, как и в праздничные дни, так и в будни. Наступил обед, и мы направились на знаменитый Каракольский базар, чтобы отведать знаменитое каракольское ашлянфу. Ашлямфу в Караколе – это отдельный культ. Если вы его еще не пробовали или не знаете, что это такое, то вот вам краткая информация об этом блюде. Ашлямфу – национальное блюдо Дунган. Представляет собой лапшу с кусочками крахмала и соусом. Готовится во многих азиатских странах. На постсоветском пространстве наибольшую известность получил ашлямфу, приготовляемый именно здесь, в городе Каракол. Соус может быть разнообразным. Именно он является секретным ингредиентом этого блюда. Обычно он бывает кисло-острым и подается исключительно в холодном виде. Не знаю почему, но местные люди любят есть ашлямфу именно с пирожками. Мы не поняли почему. Может быть, вы знаете? О, прямо в предвкушении знаменитая ашлямфу дуаттель гана. Булар қандай қыласың? А вилочки можно? Нет вилок. Так, ладно, эми биз жактан негизи ашлямфуну кандай элдин баары Вы палочки многоразовые? палочка да? Я протерла свой тщательно. Бисмилlah, давайте попробуем, да, тогда? Че, чекалякин хочешь? Я буду ждать пирожки. Бисмилlah. Мен негизи өзүм ашлямфунун чоң фанаты болом. Бишкекте билем, жакшы жерлер кайсы жер жазат экен. Бирок ушу Караколдон азыр эң жакшы деп ушул жерге алып келиштик, көрөлү, буйрусаң. А, ну надо? Мам, вот чистые палочки. Это мои. Жакшы, жаман эмес. Эми кандай десем, биз же курсагыбыз токпу же эмне билбейм, айтор, бирок ашлямфу перекус катары кабыл алалы. Дагы бир жолу жеп көрөлүчү, дагы бир жолу. А это для меня. А это для меня. Чика, тебе тоже? Что? Я не буду. Нет, я буду пирожки. Первые пирожки. Жакшы.
городе Каракол, обязательно зайдите на местный рынок и попробуйте знаменитое каракольское ашлямфу. Сейчас мы спросим у Мирим, да? Мирима, скажите, пожалуйста, почем стоит порция ашлямфу? Порция ашлямфу 30 сомдон болот. Биринчи жасалганыбыз бизге крахмал үйдөн даяр келет. Бизге даярдап келишет да, биз үйдөн жасап алабыз, даяр келет. Мына свежий виде, муну биз кечинде уютканбыз. Бул крахмалыбыз свежий. Биринчи камырды салабыз, андан кийин крахмалды кесебиз. Крахмал кесилгенде мындай кесилет да, чтобы жакшы түшүш үчүн мындайына салабыз. Кетирме салабыз, сулуу көрүнүш үчүн кишилерге. Есть свои, да, особенности? Да. И зажаркабызга биринчи деген биз үйдөн туруп даярдап алабыз. Анан бул жерден келип жумуртка менен жусай кошобуз. Чтобы вкус бергенге еще. Вот так. Анан бул биздин лазыбыз. Вкусту ушул ашлямфуга ушул лаз берет. И обязательно И это соус, да? Давайте мен сизге бирди берейин, попробуйте. Давайте. Мына биринчи муну куябыз, андан кийин Стоимость одного ашлямфу 30 сом. 30 сом. Да? 30 сом стоит одна порция ашлямфу. Вот наши вкусные ашлямфу каракольский. Келиңиз, попробуйте. И хочу добавить, что круглогодично на рынке в городе Каракол практически аншлаг, ажиотаж и зимой, и летом всегда кушают каракольцы, да, и Да, не только, но и туристы кушают ашлямфу. Можно попробовать, да? Да, можно, конечно. Да. Вкусно вам? Понравилось? Очень. Спасибо большое. Ага. Мам, дай мне тоже Let's Go. И мне тоже. Каракол славится своей уникальной природой, горами и горнолыжной базой. Это летом здесь кажется мало людей, а зимой здесь будет негде даже камню упасть. Вот мы и решили показать вам, дорогие друзья, знаменитую горнолыжную базу «Каракол» летом. Самой известной горнолыжной базой в Караколе является база отеля «Каприз», которая расположилась в 7 километрах от города. В советские времена ее использовали для проведения тренировок олимпийской сборной страны. В 2004 году база была полностью модернизирована. Сегодня Каракол – идеальное место не только для подготовки спортсменов, но и для активного отдыха. База расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря, на склонах Тяньшаня, среди величественных хвойных лесов. Мягкий климат, обусловленный влиянием незамерзающего высокогорного озера Иссык-Куля, позволит получить максимум удовольствия от катания. В зимнее время температура воздуха днем редко опускается ниже 5 градусов, а большое количество солнечных дней позволяет кататься и загорать одновременно. Лыжный сезон начинается в ноябре и продолжается до апреля. Все это время можно не беспокоиться о снеге. Он покрывает землю плотным слоем, толщина которого колеблется от 1,5 до 2,5 метров. Так что всем любителям зимних покатушек добро пожаловать в Каракол! Наступил вечер. Он был вдвойне приятным, так как день оказался очень насыщенным. Мы его провели в этнокафе «Дестаркон». Кстати, он является лучшим заведением в городе Каракол. Кутман таң, біз дагы эле Иссык-Көлдөбүз. Бүгүн ушул Караколдогу Green Yard деген отелден туруп, мына таңыбызды тарттырып атабыз буюрса, мынакей ушул биздин таңкы тамагыбыз азыр саат 7:30 болуп калыптыр.
аба ырайы сонун, биздин маанайыбыз да сонун. Карасаңыздар кандай сонун. Ошол жерде тамак азыктары мындайды чындап эле мен көп эл аралык отельдерди көрүптүрмүн. Сонун кылып эжелер даярдаптыр, эже байкелер. Айтор биз аябай орустар айтмакчы в приятном шоке. Ошол буюрса бүгүн алдыда аябай көп жакшы нерселер күтүп жатат. Жети өгүз алдыда. А название Грин-Ярд в переводе означает «зеленый дворик». И он свое название оправдал. Очень много зелени, как и внутри отеля, так и вокруг. Он полностью расположен вокруг зеленого сада, где можно И покушать. вот это малина, да, малина, яблоки, все это можно сорвать, поесть. И мы очень приятно удивлены, что посреди Тяньшанских гор в городе Каракол расположен такой достаточно европеизированный отель, я думаю, достаточно высшего класса, то есть настолько мы достаточно во многих странах побывали, и можно так сказать, что достаточно капризны, но этот отель по всем параметрам нас удовлетворил в полной мере, и мы очень счастливы, и в рамках нашей ТВ-передачи продолжаем наше путешествие по Иссык-Кульской области. Настало время пить чай, кофе, горячий шоколад от компании Smart Rich. Ребята, он на основании кардицепта. Кардицепт – это природный антибиотик, очень полезный. А я как мама слежу за вашим здоровьем. Давайте просто разберем, кто что будет пить. Кто будет горячий шоколад? Я. Окей. Кофе. А я попью красный чай с утра. Заряжусь, и мы поедем дальше. Было уже 9 утра, и мы направились на уникальное природное явление – знаменитое ущелье Жети Өгүз, что означает 7 валов с кыргызского языка. Для этого нам понадобится проехать 30 километров от Каракола в южную часть Иссык-Кульской области. 40 минут в пути, и мы уже на месте. Перед знаменитыми скалами вы найдете много самобытных, ни на что не похожих уникальных рельефов, как здесь, в каньоне Пасть дракона. Обалдеть! Пейзажи и природные фигуры просто завораживают, поэтому мы вам советуем гулять здесь не спеша, успевая изучать все вокруг. Как ты почитать теперь? 5, тут 6, 7. Ущелье Жети Өгүз расположено на северном склоне гор Алатоо. Протяженность ущелья 37 километров. Оно получило такое необычное название от монументальной гряды красных скал, которые напоминают 7 волов. Эти скалы настолько великолепны, что они изображены на советских почтовых марках, выпущенных в 1968 году. В ущелье на высоте 2200 метров вблизи гряды расположен курорт Жети Өгүз, известный своими лечебными геотермальными источниками. Еще одной примечательной скалой является знаменитое разбитое сердце. Оно находится на обратной стороне скал Жети Өгүз и считается местом настоящего паломничества влюбленных. Мы очень любим мед, хотим его сейчас купить, а потом отвезем к бабушке. Да. Здравствуйте, вас как зовут? Виктор. Виктор, здрасте. А вот расскажите, пожалуйста,
Вот этот мед вы все скорее прям с пасеки, да, привозите? Да, пасека стоит дома, здесь на курорте, Цитокус. А потом она до июня стоит здесь пасека, а потом начинаются кочевки. Начинается Богатыровка. Собираются травы Каркара. именно с Тянь-Шанских гор, правильно? Да, Шишанский, только горные. Сейчас Килограмм 250 сомов, килограмм да? 200. Да, Чем выше, тем лучше же, да, насколько да. я знаю? Чем выше, тем лучше. Скажите, а чем отличается вот такой мед? Высоты вот Диана. такой? Это первая качали, вот первая качка идет. А потом уже вторая качка. Он тоже закристаллизуется и будет такой же. А, потом. Потом закристаллизуется. Свойство меда в том, что он и кристаллизуется. Если не кристаллизуется, это уже плохой. Ну, давайте. Все меда, Тоже они- кристаллизированный. Да, хороший. Какой мед? Вот этот, да, возьмем? ну берите это, Давайте. берите это. Еще один возьмем. Смотрите. Так? И объясните, что будет как. Ну, сейчас посмотрим, что у нас. Смотрите. Видно, да? Да. А почему Вот, так? видите? Вот, Вау, мама, смотри. вот, смотрите. Соты, да, превращаются? Обалдеть. Узнав много чего нового про горный мед и насладившись видами скалы Джетиогус, мы поехали дальше. Выше по дороге ущелье расступается, и дорога выводит на высокогорную долину Джайло-Кукчаик, что переводится как «зеленые пастбища». Здесь установлены несколько юрточных лагерей, где вы сможете познакомиться с кочевым образом жизни кыргызов, покататься на лошадях и вдохнете свежий воздух альпийских лугов. А во мне заиграла кровь джигита, и я, оседлав моего скакуна, вместе со своей дочкой поехал покорять вершины ближайших гор и заодно охладиться на водопаде Девичьи слезы. Путь недолгий, займет до получаса верхом. Для людей, не привыкших ездить верхом, дорога будет достаточно экстремальной, но оно того стоит. Полчаса на лошади, и вы уже будете наслаждаться холодной водой горного водопада. Весной и летом луга покрываются россыпью цветов. Тут и альпийские ромашки, и серебристый эдельвейс, разные виды мака, золотой корень и астры. В юрточных лагерях можно переночевать и недорого поесть. От поляны начинаются пешие туристические маршруты в соседние ущелья. Высота водопада Девичьи слезы чуть менее 40 метров. Путешествие к водопаду оценят любители горного туризма. К нему ведут тропинки, с которых открываются превосходные виды на ущелье. Побыв полчасика на водопаде и немного отдохнув, мы вскоре вернулись назад. За аренду наших лошадей вместе с сопровождающим гидом мы оплатили порядка 600 сомов, что около $8.
Достор, Ысык көлдүн түштүк тарабынын Жети Көз районунун эң чоң символдорунун бирөөсү жарылган жүрөк аскасы ушул жерде турат. Негизи биз видеолордо, фотолордо көп эле көрчү элек. Бул жер кичинекей көрүнгөнү менен өзү аябаганда чоң экен, бийик экен, жана мындай олуттуу экен да. Азыр силерге ушул жер жөнүндө да аңгемесин айтып беребиз буюрса, анда эмесе назарыңыздарда жарылган жүрөк. Легенда гласит, что когда-то жила очень красивая девушка. Было много желающих жениться на ней, но ее сердце было неприступно, как скала. Однажды приехали два джигита, лучшие друзья, добиваться ее. И так уж судьба распорядилась, что оба парня понравились красавице. Но вот сказать она об этом не могла и выбор сделать тоже. Тогда пришлось джигитам сойтись в поединке. Исход был печальным. Оба парня погибли. Тогда девушка поняла, что уже никогда не найдет свою любовь, и смерть двух джигитов на ее совести. Она вытащила из груди свое сердце, и оно превратилось в расколотую скалу. Пока Аида вам рассказывала красивую легенду, мы уже доехали до еще одной удивительной местности, которая расположилась в 100 километрах от города Каракол. Давайте. А я по дороге сказала, это не сказка. Ты тогда тоже, по-моему, была в этой, да, майке? Да? Это самое популярное место среди молодоженов. Десятками пар приезжают сюда, чтобы запечатлеть в любовных историях, сфотографироваться на фоне красивейших гор. Называется это сказка, и она на самом деле оправдывает свое название. Чындап эле бул жер Кыргызстандын башка жерине окшобогон жер. Каньон сказка бул бир эле жер болуш керек менин оюмча. Мындай кооздукту биз чындап эле башка жерден көргөн эмеспиз. Буюрса азыр ушунун баардыгын мынакей куш көзү менен көргөзөбүз азыр достор. Каньон «Сказка» является весьма посещаемым местом среди туристов. Причиной тому является легкодоступность каньона и его потрясающие пейзажи и контрасты. Эрозия почвы, продолжающая тысячи лет, сделала свое дело. В каньоне возвышаются разнообразные причудливые фигуры из камня и глины. Каньон «Сказка» сложен из разноцветных глин, минералов и горных пород, что добавляет живописности этому месту. Некоторые из природных скульптур в каньоне имеют свои названия. Самой узнаваемой является «Китайская стена», очень напоминающая знаменитый памятник архитектуры Китая. Стоит добавить, что зимой здесь практически не выпадает снег, а потом увидеть сказку во всей красе можно в любое время года. Каньон находится совсем недалеко от дороги и берега озера, а потому это прекрасный вариант для расположения на отдых или пикник. Был уже почти вечер, и мы возвратились назад в город Каракол. Детишки устали с дороги, и, конечно же, мы все проголодались. Поэтому по прибытию мы с удовольствием посетили знаменитое кафе Ашлямфу у Саиды, где Аида училась готовить ашлямфу. Так, если вы приехали в Каракол и не попробовали знаменитое каракольское ашлямфу, значит, вы не побывали в Караколе. По многочисленным вашим просьбам, дорогие мои подписчики, мы специально приехали в кафе, называется «У Саиды», и стоит такой ашлямфу 30 сомов, пирожок 15 сомов, и сейчас я своими руками буду накладывать, да, Зиби поможет мне, да, тебе. То есть получается тесто, крахмал, Потом зажарка. Зажарка, я так понимаю, что вот где-то вы? Нет, положите. Все. Потом лаза идет. Лазу, да? Лазу, ну вот я мужа немножко. Хорошо. Так, ага. И соус идет. А соус, из чего делается соус? Расскажите, пожалуйста. Ну да, секреты мы не рассказываем. Так что пусть это остается секретом. Нам приятного аппетита. Обязательно посетите кафе у Саиды. И выглядит очень вкусно. Так? Получается?
На такой позитивной ноте наше путешествие по Иссык-Кульской области завершается. Есть еще много мест на Иссык-Куле, которые мы бы хотели посетить и осветить, но не успели. Обещаем их посетить в следующий раз. Подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях и будьте в курсе всех тонкостей семейных путешествий. Берегите себя! Пока-пока! Всем привет! Бұл One Travel Долборо. Ну да. Менің атым Самат. Уже добрый день. Давай на русском, я же на крымском говорю. Вот мы... Бұйырса, азыр Чолпан Ата деген шарға келіп отырабыз. Здрасте. Чингис, не говори ничего пока там. Потом, когда мы с тебя будем на вас камеру, тогда шуны сөйлесің. Хорошо, балам? Біз бір саат мұрын. А где мама? Азыр айтасың. Каракульская, знаменитая Ашляфу, значит, вы не приехали или как там? Вы не посетили Каракул? Да, обалдели. Ой, приедет такой. Ты кадр сейчас испортила. Джентльмен. Кадр испортила, честно. Ну ладно. И пока. Достар, артыбызда Иссык-Көлдің түштік тарабындағы Жетіөгістің түштік тарабының. Может быть, один дадите нам, чтобы потом уже... Сейчас, я сейчас сама өзім қолыммен салам. Сейчас, заново. И я так понимаю, что каждый... Сюда, давай. Давайте. Самое... Заново, подожди-ка, заново. Сейчас, минуточку, сейчас.